крымско-татарское национальное движение, оно сугубо ненасильственное, и у ненасильственных национальных движений всегда есть большая потребность в том, чтобы проблема, над которой они работают, была известна широкой общественности. Мы это в меру наших возможностей делали при советской власти, это были различные обращения в международные инстанции, в первую очередь в ООН. А уже после распада СССР, уже когда можно было более свободно общаться с международными структурами, после создания Меджлиса крымско-татарского народа, созданного Курултая, то одним из наших первых шагов было, мы стали соучредителями Федерального союза народов Европы с центром Флensburga, Германия, потом Организации непредставленных в ООН народов с центром в Гааге, и старались в меру наших финансовых или каких-то профессиональных возможностей участвовать в многочисленных международных конференциях. Степень опасности, которая сегодня нависла над всем цивилизованным миром со стороны России, она и требует объединения усилий всех международных организаций, различных межгосударственных институтов и наиболее сильных в экономическом, вооруженном отношении стран. И поэтому проведение различных встреч, сайд-ивентов, круглых столов с точки зрения осознания этой опасности и нахождения скоординированных форм воздействия на Россию, чтобы она, как и все цивилизованные страны, придерживалась норм международного права, чрезвычайно важна. Международное сотрудничество – один из наиболее эффективных механизмов, чтобы остановить агрессора в 21 столетии. Благодаря проекту «Защита прав человека и деоккупация Крыма через публичную дипломатию» мы смогли донести информацию о нарушении прав человека в Крыму до международной общественности и расширить круг друзей крымских татар. Международный фонд Возрождения поддерживает ценности демократии, свободы и права человека, поэтому, естественно, для нас было логично поддержать такой проект, который направлен на донесение голоса свободного Крыма, украинского Крыма до международной аудитории, потому что в первую очередь международные усилия необходимы сейчас для того, чтобы сделать деоккупацию. Проведение параллельных мероприятий в рамках работы международных организаций является дополнительным, но очень важным инструментом в донесении всему мировому сообществу правды о грубейших нарушениях прав человека в Крыму. В этой связи мы, Министерство иностранных дел, тесно сотрудничаем с Крымско-татарским ресурсным центром. Надеемся, что наша совместная работа поможет скорейшей деоккупации Крыма. Мероприятия Крымско-татарского ресурсного центра, проводимые им на площадках ООН, Совета Европы и ОБСЕ, стали значимым шагом для осветления проблем нарушения прав человека в Крыму на этих международных площадках и повлияют на политику как данных международных организаций, так и всего международного сообщества. Наиболее активная стала наша дипломатия уже почти на профессиональном уровне после оккупации Крыма. Потому что Россия нарушила все международные нормы, двусторонние, многосторонние договоры. Поэтому было важно довести до широкой общественности о лживости российской пропаганды. Когда сегодня говорят о Крыме, радуются, что нет войны. Да, войны нет, но есть тысячи репрессий, которые имеют место. И именно международная адвокация, это десяток резолюций разных международных организаций, промоция Украины того, что происходит сегодня в Крыму, это и есть тот инструмент, который нам позволяет говорить не о тысячах политзаключенных, а о 40-50 людей, которые сегодня являются узниками репрессий Российской Федерации. I have twice accompanied Crimean Tatar activists to advocacy missions at the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. These missions ended up being very effective in raising awareness of the world about the ongoing human rights violations in Crimea and building capacities for Crimean Tatar leaders, both today's and tomorrow's, to better stand up for their rights. It is very important that the international community continues supporting Crimean Tatars on this important path. В июне этого года я был в Женеве, в ООН, и я там был как и правозащитник, и как родитель одной из пропавших похищенных, моего сына и племянника похитили в 2014 году. Думаю, что присутствие и принятие участия там на работе в этой секции полезно, и в том числе для поисков и нахождения всех похищенных в Крыму. Sounding the problems of Crimean Tatars and the oppression in the Crimean Peninsula
is very important duty for all of us in order to invite other indigenous people to help Crimean Tatar struggle. And a representative from Crimean Tatar diaspora in these type of organizations representing the majority of the Crimean Tatar people indicates that Crimean Tatar diaspora is aware of what's going on in the peninsula and they are ready to help their people living in their homeland. Для меня, молодого представителя коренного крымско-татарского народа, участие в работе международных организаций дает возможность ознакомиться со структурой и особенностями данных институтов, а также набраться опыта для обеспечения преемственности ненасильственной борьбы крымско-татарского народа за свои права. Крымско-татарский народ нуждается в поддержке международного сообщества, ибо своевременная реакция на нарушение прав человека может сохранить людей от тортура, спасти их жизни и свободу. Мы уверены, что только при активном совместном противодействии грубому нарушению прав человека в Крыму мы сможем защитить не только коренной народ Крыма, крымских татар, но и Европу и весь мир.